Добрый день, глубоко уважаемые члены диссертационного совета. Разрешите вас всех поприветствовать. Диссертационный совет Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова продолжает свою работу согласно приказу номер 98 от 9 марта 2021 года. Пункту 32, то есть заседание диссертационного совета считается правомочным, если в работе принимает участие не менее 2/3 его членов. Участие в заседании официальных рецензентов и временных членов диссертационного совета. Также согласно пункту 23, по пункту 1, 2, 17, 25, пункту 20, по пункту 10, а также главе 2 под пункту 5 того же приказа, а также приказа Министерства образования и науки Республики Казахстан за номером 126 от 9 марта 2021 года по формированию диссертационного совета сформирован новый состав диссертационного совета Западно-Казахстанского медицинского университета Марата Оспанова. На повестке дня защита диссертации на соискание ученой степени доктора философии PhD Ареновой Шолпан Бисенгалиевны на тему қазақ әйелдерінің плаценталық өсу факторының деңгейі және PGFG-ның РС 104-28-86 полиформизммен байланысты преэклампсия, представлен на соискание степени доктора философии по специальности 6D-110-100 медицина, объявляю открытым. Позвольте представить постоянных членов диссертационного совета по специальности медицина при Западно-Казахстанском медицинском университете имени Марата Оспанова. Председатель диссертационного совета Сапарбаев Самат Сагадович, проректор по стратегическому развитию и международному сотрудничеству Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова. Заместитель председателя Уразаев Ужас Нурланович, доктор PhD, исполняющий обязанности доцента кафедры онкологии Западно-Казахстанского медицинского университета Марата Оспанова. Ученый-секретарь Аманжол Газайнур, доктор PhD, доцент кафедры нормальной физиологии Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова. Станкевич Эдгарс, доктор медицинских наук, профессор Литовского университета наук и здоровья города Каунас, Литва. Ахмадеева Лейла Ринатовна, профессор Башкирского государственного медицинского университета города Уфа. Кудайбердиева Гульмира Зулкбановна, доктор медицинских наук, профессор, научно-исследовательский институт трансплантации органов и кардиохирургии города Бишкек, Киргизской республики. Гаипов Абдужапар Жакинович, профессор школы медицины Назарбаев университет города Нур-Султан. Так, сегодня из 7 постоянных членов диссертационного совета по явочному листу присутствует 7. Приказом, исполняющий обязанности председателя правления ректора от 13 декабря 2021 года за номером 13-2-18-719 внутренних документов в состав диссертационного совета включены временные члены. Разрешите вам их представить. Аймагамбетова Гульжанат Нурадин Газе, профессор, департамент научной биомедицины, школа медицины, Назарбаев университет города Нур-Султан. Жардем Алиева Нуржамал Жанасана, кандидат медицинских наук, декан Международного медицинского факультета, доцент кафедры акушерства и гинекологии Казахстанского национального медицинского университета имени Санжара Свиндиарова. Марат Айзада Марат Казе, доктор PhD, доцент кафедры акушерства и гинекологии номер 1 медицинского университета Астана города Нур-Султан. Таким образом, сегодня из 10 членов диссертационного совета по явочному листу присутствует 10. Разрешите на основании явочного листа заседание диссертационного совета под протоколом номер 3 при Западно-Казахстанском медицинском университете имени Марата Оспанова по специальности 6D-110-100 медицина считать открытым и приступить к его работе. На повестке дня защита диссертации на соискание ученой степени доктора философии Ареновой Шолпан Бисенгалиевны на тему преэклампсия связана с уровнем плацентарного фактора роста и полиморфизма РС 104-28-86 гена PGF у казашек по специальности 6D-110-100 медицина. Диссертационная работа выполнена на кафедре акушерства и гинекологии номер 2 на базе Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова.
Диссертация предоставляется в форме диссертационной работы. Язык защиты казахский. Но учитывая, что 2/3 диссертационного совета является русскоговорящей и не из Казахстана, позвольте вести защиту на русском. Доклад, изложение диссертационной работы, презентация, возможно, вопросы и ответы на казахском. Позвольте представить вам научного консультанта Ареновой Шолпан Бисенгалиевны. Тусупкалиев Ахлбек Балашевич, кандидат медицинских наук, профессор, руководитель кафедры акушерства и гинекологии номер 2 Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Оспанова города Актюбе. Денец Андрей Владимирович, доктор PhD, доцент кафедры хирургии Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, город Киев, Украина. Официальные рецензенты. Манабаева Гульшат Кадрахмановна, кандидат медицинских наук, руководитель кафедры перинатологии Медицинский университет Семей, города Семей. Амирбекова Жанна Тюмбаевна, доктор PhD, профессор, руководитель кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии Медицинского университета Караганда, город Караганда. Для оглашения списка документов докторанта слово предоставляется ученому секретарю диссертационного совета Айнура Манжоловне. Пожалуйста, Айнура Манжоловна. Қайырлы күн, диссертациялық кеңес төрағасы және қатысушылар мүшелері. Докторант Аренова Шолпан Бисенгалиевнаның ісінде Қазақстан Республикасының білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің талаптарына сәйкес келетін барлық құжаттардың тізімі түгел. Тіркелген құжаттар мерзімінде ұсынылды. Сипаттаманы жариялауға рұқсат етіңіз. Аренова Шолпан Бисенғалиқызы Марат Оспанов атындағы номер 2 Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің акушерлік және гинекология кафедрасының акушерлік және гинекология оның ішінде балалар мамандығы бойынша резидентураны үздік аяқтады. Резидентураны бітіргеннен кейін қазіргі уақытқа дейін Ақтөбе облыстық ауруханасы ана мен бала бөлімінде акушер-гинеколог болып қызмет атқаруда. Екінші санатты акушер-гинеколог мамандығы бойынша жұмыс өтілі 5 жыл, ғылыми педагогикалық өтілі 4 жыл. Сонымен қатар, Аренова Шолпан Бисенгалиевна 2017 жылдан бері Батыс Қазақстан медицина университетінің номер 2 акушерия және гинеколог кафедрасында ассистент болып жұмыс істейді. Еңбек тәртібінде бұзушылықтар болған жоқ. Ұжымның құрметті және сеніміне ие маман. 2018 жылдан 2021 жылға дейін 6D-110-100 медицина мамандығы бойынша PhD докторантураны сәтті аяқтады. Докторантура оқуын Ақтөбе медициналық орталықтың ана мен бала бөлімшесінде акушер-гинеколог жұмысымен қатар бірге алып жүрді. Оқу барысында ол жоғары кәсіби дайындығын, өзіндік ой өрісін, ғылыми ізденістерге деген қызығушылығын жоғары деңгейде көрсете білді. Аренова Шолпан Бисенғалиқызы оқу және жұмыс жылдарында халықаралық конгресстерге, ғылыми іс-шараларға белсенді қатысты. Сонымен қатар, халықаралық семинарларда, тренингтерде және бағдарламаларда үнемі біліктілігін арттырып отырды. Өзінің диссертация тақырыбы бойынша халықаралық конференцияларда бірнеше рет баяндама жасады. Халықаралық деректер қорында 11 ғылыми жарияланымы бар. Соның ішінде Скопус бойынша Хирші индексі 1. Қазіргі таңда номер 2 акушерлік гинеколог кафедрасында ассистент қызметін жалғастыруда. Рахмет назарларыңызға. Спасибо большое, Айнура Манжоловна. Имеются ли вопросы по личному делу соискателя? Если вопросов нет, для изложения основных положений диссертационной работы слово предоставляется докторанту Ареновой Шолпан Бисенгалиевне. Вам, пожалуйста, 15 минут для изложения основных положений диссертационной работы.
Саламатсыздар ма? Аса құрметті мәселе комиссия төрағасы, аса құрметті мәселе комиссия мүшелері, құрметті әріптестер. Маған қазақ әйелдерінде плацентарлық өсу факторы деңгейі және ПЛЖФ РС-104-28 полиморфизммен байланысты прекламсия тақырыбындағы PhD докторлық зерттеу жұмысымды баяндауға рұқсат етіңіздер. Прекламсия барлық жүктіліктің 4-8% асқынуымен көрінетін мультижүйелік бұзылу, ана және неонаталды өлім жітіміне сырқаттанушылықтың негізгі себебі болып табылады. Осы салада қарқынды зерттеулер жүргізіліп жатқанына қарамастан, прекламсияның патофизиологиясы әлі күнге дейін түсініксіз болып қалуда. Ең кең таралған гипотезалардың бірі трофопласттың талшықтан тыс бетке инвазиясы, кейіннен аналық қантамырлы құрылымның толық емес қайта құрылуы нәтижесінде прекламсияның пайда болуы болып табылады. Бүгінгі таңда прекламсия дамуының ерте сатысындағы сарсулық предикторлардың ретінде про және антиангиогендік факторлардың маңызы өте жақсы зерттелуде. Соның ішінде плацентарлы өсу факторы, ПЛЖФ сияқты ангиогендік фактор және ангиогенезге қарсы кедергі болатын ФМС секілді тирозин киназа бір факторлардың дисбалансы прекламсияның патогенезінде іргелі рөл атқарады. ПЛЖФ эмбриогенезінде қалыпты дамуында маңызды рөл атқаратындығына қарамастан, осы геннің бір нуклеидті полиморфизмі болуымен байланысты аз болса да ақпарат бар. Мысалға, Шри-Ланка әйелдердің арасында ПЛЖФ генінің 104-28-86 полиморфизмі прекламсиямен байланысты болған. Жалпы ПЛЖФ гені 14q24-3 хромосомасында орналасқан. Прекламсияның молекулярлық механизмдерін зерттеудегі кейбір жетістіктерге қарамастан, әртүрлі зерттеушілерді этникалық топтар ішінде бір-біріне қайшы келуде. Сондықтан да этностықты ескере отырып, прекламсияға тұқым қуалаушылық бейімділіктің құрылымын зерттеу маңызды болып табылады. Сондықтан осы тақырыпты зерттеу қажеттілігі туындайды. Ғылыми зерттеу жұмысымның мақсаты қазақ әйелдерінде прекламсия және ПЛЖФ гені локусы 104-28 полиморфизмі арасындағы байланысты бағалау, ПЛЖФ прекламсияның әлеуетті болжам маркері ретінде клиникалық маңызын зерттеу. Зерттеу ғылыми жұмысының міндеттері: бірінші, жүктіліктің бірінші триместрінде қандағы және зәрдегі ПЛЖФ деңгейін анықтау. Екіншіден, қазақ әйелдерінде ПЛЖФ генінің РС-104-28-86 полиморфизм болуын және жиілігін анықтау. Үшіншіден, қазақ әйелдерінде жүктіліктің бірінші триместрінде ПЛЖФ деңгейі мен прекламсия арасындағы өзара байланысты анықтау. Төртіншіден, прекламсия және ПЛЖФ-тің гені РС-104-28-86 полиморфизмі арасындағы өзара байланысты анықтау. Зерттеу бірінші сатысында обсервационда проспективті когортты зерттеу жүргізілді. Бірінші сатысында клиника анамнезді көрсеткіштер мен гинекологиялық қарау мәліметтерін талдау, сонымен қатар қандағы және зәрдегі ПЛЖФ деңгейін анықтау үшін қан алу жүргізілді. Жалпы сұрастыру, жалпы клиникалық зерттеу және қандағы зәрдегі ПЛЖФ деңгейін анықтау жүргізілді. Содан кейін босануға дейін прекламсия болу фактісін анықтау мақсатында проспективті бақылау жүргізілді. Босанғаннан кейін, нәрестелер туылғаннан кейін салмағы, бой ұзындығы, Апгар шкаласы бойынша бірінші минутында, 5-ші минутындағы мәліметтер анықталды. Екінші кезеңде екінші сатысында ПЛЖФ генінің РС-104-28-86 полиморфизмі анықталды. Жағдай бақылау дизайнына сай босанушылардың үшінші кезеңде 218 босанушылардан ПЦР әдісімен полиморфизм анықтау жүргізілді. Онда да сұрастыру, жалпы клиникалық қараумен қатар 104-28-86 полиморфизмі анықталды. Жалпы қаннан ДНК-ны бөліп алу үшін ДНК кровь М100
реагент жиынтығы пайдаланды, ал полиморфизмді анықтау үшін ДНК технологиясы құрылысына арналған 200 тест реагент жиынтығы анықталды. Үшінші сатысында жүктіліктің ерте мерзімде преэклампсияны болжау моделі жасау үшін этникалық қазақ әйелдерінде жүктілік нәтижесін болжау үшін қолданылатын математикалық модельдеу жүргізілді. Оған клиникалық зертханалық нәтижелер, қандағы және зәрдегі ПЛЖФ деңгейлері және полиморфизм мәліметтері қамтылды. Статистикалық талдау және алынған деректерді статистикалық есептеулер R4:1,0 ортасы қолданылды. Математикалық модельдеу үшін болжамдық модельді әзірлеу үшін акаика ақпараттық критерийі, аралас сызықтық регрессия үлгілері, бинарлы логистикалық регрессия әдістері қолданылды. Зерттеу тек этникалық қазақ әйелдерінде жүргізілді. Зерттеу қатысушылар зерттеуге қосу және алып тастау критерийлері бойынша анықтау нәтижесінде кездейсоқ сандардың генерализациясы әдісімен қарапайым кездейсоқ іріктеу жолымен таңдалды. Жүктіліктің бірінші триместрінде қандағы ПЛЖФ концентрациясы медианасы 35:5, зәрдегі ПЛЖФ концентрациясы медианасы 20:8 пикограмм миллилитр болды. Қан мен зәрдегі ПЛЖФ концентрациясының арасындағы корреляциялық байланысты бағалау кезінде орташа оң мәндегі корреляциялық байланыс анықталды. Сонымен қатар гипертензиялық жағдайлардың кездесу жиілігі 9% құрады. Атап айтқанда гестациялық артериялық гипертензия 5:3, жеңіл преэклампсия 2:6, ауыр дәрежелі преэклампсия 2:3, эклампсия 0,7% құрады. Зерттеу кезінде преэклампсия дамуына байланысты зерттеушілер екі топқа бөлінді. Преэклампсия тобы, яғни преэклампсия дамыған зерттеушілер 4,97%, екінші топ қалыпты топ, преэклампсия дамымаған қалыпты топ 97,8% құрады. Клиника анамнездік көрсеткіштер мен гинекологиялық мәліметтері өмір және репродуктивті анамнезін талдау кезінде тек қана жыныстық қатынас басталған жасы бойынша ғана топтар арасында статистикалық айырмашылық анықталды. Зерттеушілердің босану нәтижелерін салыстырмалы талдау кезінде жүктілік мерзімі мен босану түрі, яғни мерзімнен бұрын босану бойынша топтар арасында айырмашылық анықталды. Бұл преэклампсия кезінде мерзімнен бұрын босануға, яғни индукцияға байланысты болумен түсіндіріледі. Жаңа туған нәрестелердің туылған кездегі салмағы мен бойы ұзындығы және Абгар шкаласы бойынша 1 және 5 минутында бағалау бойынша мәліметтерде статистикалық айырмашылық анықталды. Преэклампсия тобындағы зерттеушілерде ПЛЖФ деңгейлерін салыстырмалы талдау кезінде қандағы ПЛЖФ концентрациясы медианасы преэклампсия тобында 11:4, зәрдегі медиана 7:2 пикограмм миллилитр болды. Сәйкесінше екінші топта, қалыпты топта қандағы ПЛЖФ-тің концентрациясы орташа 36:5, зәрдегі ПЛЖФ концентрациясы 21:4 пикограмм миллилитрді құрады. Зәрдеде қанда да ПЛЖФ ақуызының статистикалық тұрғыдан төмен концентрациясы анықталды. Бірқатарлы логистикалық регрессия модельдерді пайдалана отырып, анамнездік және клиникалық деректердің преэклампсия даму қаупімен байланысын бағалау кезінде көрсеткіштердің қатынас мүмкіндігімен кей мәні анықталды. Нәтижесінде жыныстық қатынас басталған жасына қатысты статистикалық маңызды байланыс анықталды. Сонымен қатар бір факторлы логистикалық регрессия модельдерді пайдалана отырып, қандағы және зәрдегі ПЛЖФ концентрациясының преэклампсия даму қаупімен байланысын талдау кезінде екі болжаушы үшінде де статистикалық маңызды байланыс болды. Яғни қандағы ПЛЖФ концентрациясын әрбір 10 пикограмм миллилитрге төмендеуі преэклампсия дамуының ықтималдығы орташа есеппен 1,54 есеге жоғарылады. Зәрдегі ПЛЖФ концентрациясының әрбір 10 пикограмм миллилитрге төмендеуі преэклампсия даму мүмкіндігі орта есеппен 2,7 есеге жоғарылады.
қандағы және жәрдегі ПЛЖ деңгейі асқынулсыз, гестационды артериялық гипертензия, жеңіл прекламсия, ауыр прекламсия, экламсия ретінде қалыптасқан реттік нәтижемен байланысын талдау кезінде қандағы ПЛЖ концентрациясының 10 пикограмм миллилитрге жоғарылауы кезінде прекламсия қатынас мүмкіндігі 0,68-ді құраса, жәрдегі ПЛЖ концентрациясы үшін қатынас мүмкіндігі 0,46-ды құрады. Әрі қарай диссертациялық жұмыстың бірінші сатысының мәліметтері бойынша болжамдық модельдік әзірлеу үшін архаика ақпараттық критерий негізінде екі бағыттағы кезеңде таңдау жасалынды. Барлық көрсеткіштерден жәрдегі плаценталық өсу факторы деңгейімен жыныстық қатынас басталған жасы прекламсия даму ықтималдығын бағалауға арналған модельге қатыстырылды. Шекті мән ретінде прекламсия 10%-ық ықтималдылықты бағалауды пайдаланған кезде осы модельдің дәлдігі 88-де 4%, сезімталдылығы 66-да 7%-ды құрады. Жүкті әйелдің қандағы және жәрдегі ПЛЖ концентрациясына байланысты систолық артериялық қан қысымы және диастолық артериялық қан қысым динамикасының тәуелділігі талдау жүргізілді. Қандағы және жәрдегі ПЛЖ төмен концентрациясы жүктіліктің 3 триместр ағымында систолық және диастолық артериялық қан қысымының жоғарылауымен статистикалық тұрғыдан маңызды байланыста болды. Сонымен қатар, жүкті әйелдердің қанындағы және жәріндегі ПЛЖ концентрациясына байланысты протеинурия динамикасының тәуелділігіне талдау жүргізілді. Протеинурия концентрациясын жоғарылауымен статистикалық тұрғыдан маңызды байланыста болды. Зерттеу жұмыстың екінші сатысына сәйкес жағдай бақылау дизайны бойынша жалпы 218 әйел қатыстырылды. Жағдайға 10%, бақылау тобына 17%. Анамнездік мәліметтерін талдауда салмақ бой индексі, менархия жасы, гинекологиялық мәліметтер бойынша топтар арасында статистикалық айырмашылықтар анықталды. Зерттеушілердің репродуктивті анамнезі бойынша топтар арасында айырмашылық анықталған жоқ, ал систолық және диастолық артериялық қан қысымы деңгейлері бойынша статистикалық айырмашылық анықталды. Диастолық артериялық қан қысымы бірінші топта орташа 94, екінші топта 68 мм сынап бағанасында болса, ал систолық артериялық қан қысымы орташа мәні бірінші топта 100-55, екінші топта 108 мм сынап бағанасында болды. Босану ағымы мен нәтижесін талдау барысында босану түрі бойынша топтар арасында статистикалық айырмашылық анықталды. Яғни бұл өз кезегінде прекламсия кезінде мерзімнен бұрын босануға, яғни индукцияға байланысты болуы мүмкін. Негізгі және бақылау топтарда ПЛЖ генінің 104-28-86 полиморфизм варианттарын таралуын таңдаған кезде генотиптердің жүйелі Харди-Вайнберг типіндегі сәйкестігі талданды. Ешқандай статистикалық маңызды ауытқулар болған жоқ. Жағдай тобында генотиптердің кездесу жүйелері GG 64%, GC 32%, CC 4% жағдайда кездессе, бақылау тобында GG 67%, GC 30%, CC 3% жағдайда кездесті. Бір факторлы логистикалық регрессиялық модельдерді пайдалана отырып, анамнезді клиникалық деректердің прекламсия даму қаупімен байланысын бағалау кезінде зерттеушілердің жасы, менархия жасы, перзентханаға түскен кезде систолық және диастолық артериялық қан қысымының деңгейлеріне қатысты статистикалық маңызды байланыс болды. Архаика ақпараттық критерий негізінде предикторлардың екі жақты кезеңде таңдауы жасалынды. Барлық көрсеткіштерді менархия жасы, анамнезінде босанудың болуы, перзентханаға түскен кездегі систолық артериялық қан қысымының өлшемдері осы модельге қатыстырылды. Бұл модельдің жалпы сезімталдығы 92-де 1, ал ерекшелігі 89-5%-ды құрады. Зерттеу ғылыми жұмысының тұжырымдары жүктіліктің бірінші триместрінде қандағы плаценталы өсу факторының концентрациясы медианасы 35-де 5, зәрдегі ПЛЖ концентрациясы медианасы 20-8 пикограмм миллилитр болды. Қазақ әйелдерінде ПЛЖ генінің 104-28-86 полиморфизм жиілігі бойынша генотиптердің жиіліктер GG 64, GC 32, CC 4 болса, қауіпті топта GG 67, GC 30, CC 3% жағдайда болды. Қазақ әйелдерінде жүктіліктің
жүктіліктің бірінші триместрінде қандағы ПЛЖ концентрацияның әрбір 10 пикограмм миллилитрге төмендеуі прекламсия даму ықтималдығы орта есеппен 1,54 есеге жоғарыласа, зәрдегі ПЛЖ концентрациясының 10 пикограмм миллилитрге төмендеген кезде прекламсия даму мүмкіндігі 2,7 есе жоғарылады. Төртінші міндетіме сәйкес қазақ әйелдерінде прекламсия және ПЛЖ генінің полиморфизм арасында өзара байланыс анықталмады. Тәжірибелік ұсыныс презентацияда көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Көп рахмет, Шапамбек Галина. Уважаемые члены диссертационного совета, какие у вас будут вопросы к докладчику, к соискателю по представленной диссертации? Сіз осы преэклапсия ерте анықтау үшін осы PAGF диагностик маркер ретінде қарастырып отырсыз, да? Енді осы бұл салада қазақстандық ғалымдардың зерттеулері бар ма? Рахмет, құрметті Олжас Нұрланович, сұрағыңызға. Әрине, бұл салада Қазақстанда зерттеу жұмыстары бар, бірақ ол зерттеу жұмыстары ПЛЖФ пен тирозин киназа 1-дің арақатынаспен зерттелген жұмыстар бар. 2018 жылы Асылтастың зерттеу бар, модель жасалған. Ал именно ПЛЖФ, қандағы ПЛЖФ және зәрдегі ПЛЖФ концентрациясы бірінші триместрде анықталу бірінші рет жүргізілуде. Енді келесі сұрақ. Тәжірибелік ұсыныстар бойынша сіз акушер-гинекологқа осы плаценталық өсу факторын анықтау ұсынып отырсыз, да? Енді қазір кезде сол экономика жағынан сіз осы анализдің құнын айта аласыз ба, қанша тұрады екен? Ол енді бәрі не кезінде анықталатын поликлиника, да? Госпитальный поликлиника кезінде анықталатын анализ. Ол несі қандай екен? Құны қандай болады екен? Мүмкіншілік бар ма оның бәрін енгізуге? Сұрағыңызға рахмет, Олжас Нұрланович. Бұл көрсеткіш критерийлер көбінесе жүктіліктің бірінші триместрінде болжау үшін қолданылатын әдіс ретінде ұсынылды. Әлі қазіргі уақытта ол барлық поликлиникада стандартты түрде қолданылмайды, тек платный клиникаларда алынады. Соны біздің жоспарымыз болашақта хаттамада Қазақстан Республикасының хаттамасына енгізілсе деген оймен жүргізілген болатын. Олжас Нурланович, удовлетворены? Да. Спасибо. Владимир Зулпуканов, пожалуйста, у вас вопрос? Да, у меня вопрос. Спасибо за хороший доклад. Работа очень хорошая. У меня есть вопрос. Почему вы проводили Receiver Operator Curve анализ, и в выводах, в практических рекомендациях вы просто даете средние значения, что ниже должно быть 35,5, это плацентарный фактор роста. Вы же определили предикторы. Вы можете дать cut-off value по вашей кривой, которая дает наибольшую чувствительность, наибольшую диагностическую ценность? Какое значение? Или это 35,5? Спасибо, уважаемая Бельмира Зулпукаровна. Да, это интересные вопросы. Мы по этой задаче показали только критерии ПЛЖ в крови и ПЛЖ в моче. Анализ, регрессия мы проводили, учитывая анамнез
и клинических, инструментальных, все показателей. Наша задача была только показать ПЛЖ как предикторы преэклампсии в первом триместре. У нас задача была такой сначала. Ну вы же пишете, вы же представили сейчас, что у вас на каждые 10 ПГ на миллилитр у вас увеличивается риск развития преэклампсии в 1,5 раза. Вы посмотрите на свои слайды, да? Это тоже нужно вынести. Что вы должны рекомендовать практическим акушер-гинекологам, когда будут они этот тест проводить? Не только мы обычно смотрим, нам дают лаборатория нормальные значения, но для казахстанской популяции, для казахских женщин определили средние значения. Но вы же сделали такой прекрасный анализ. Значит, или вы должны это вынести практические рекомендации, или вы будете распространять этот свой номограмму по статистике всем практическим акушер-гинекологам, они будут использовать номограмму и смотреть, что на 10 насколько повышено, что если повысилось 40 ПГ на миллилитр, это значит пикограмм, я не знаю про подробности, нет, если повысилось до 40, значит у женщины не будет преэклампсии. Но если повысилось до 45,5, значит у нее риск развития преэклампсии в 1,5 раза больше, и вы будете рекомендовать свои превентивные меры и так далее. Да? Вот я думаю, что нужно немножко вот это вот модифицировать, вынести практические рекомендации, чтобы использовать, чтобы сделать такую прекрасную работу. Эта часть, она не освещена в ваших практических рекомендациях. И второй вопрос, что лучше, в крови или в моче определять? С практической точки зрения тоже. Это просто пожелание тогда. Но я считаю, что у вас очень хорошие проведены анализы и работы, вы должны будете, наверное, было бы хорошо осветить это. Вы провели также root analysis, анализ, и вы по кривым можете тоже найти, где самая высокая чувствительность и специфичность, и выбрать другой вариант, выбрать cut-off failure, или дать свою номограмму представить, я думаю. Спасибо. Спасибо, Зубакаровна, за рекомендации. В будущем мы учитываем. Практически, как второй вопрос, концентрация ПЛЖ в моче показала более высокую чувствительность маркера, вероятность развития преэклампсии, чем ПЛЖ в крови. Будем учитывать. Спасибо. Спасибо большое. Будут ли еще вопросы докторанту? Если я не ошибаюсь, Айзада Маратовна, да? Правильно? Руку поднимает. Следующий Абдужабар Аркеньевич, пожалуйста. Да. Спасибо большое. Первый вопрос касательно исследований, которые вы провели на первом этапе исследования беременным женщинам. То есть были проведены анализы на АЛТ, уровень АСТ, тромбоцитов. И хотела уточнить, какие сроки были проведены данные исследования и кратность этих исследований. И следующий вопрос касательно критериев исключения, где вы указали хронические заболевания почек. И на втором этапе исследования у вас были беременные с хроническими заболеваниями почек. То есть эти беременные, согласно вашим требованиям, должны были исключены из исследования. И следующий вопрос касательно таких данных. Вы приводите данные: оперативное вмешательство, аппендэктомия 13% в первой группе, 14% во второй группе, цистэктомия, холецистэктомия, мастэктомия. И были ли проведены эти оперативные вмешательства во время данной беременности? Если нет, какая значимость этих оперативных вмешательств? И следующий вопрос касательно перинатальных исходов новорожденных. Были ли случаи перинатальной заболеваемости, смертности или антенатальной гибели плода? И выводов. Первый пункт вашего вывода
Если можно вывести на экран, чтобы мы могли еще раз посмотреть и задать вопрос. Первый пункт практических рекомендаций. Извините, пожалуйста. Следующий слайд. Да, акушер-гинекологқа преэклампсиясы бар жүкті әйелдерді кешенді тексеруге негізгі диагностика критерий қосымша қандағы және зардибы плаценталы өсу факторын анықтау ұсынылады. То есть на самом деле цель этой работы – это профилактика преэклампсии, да? И если мы будем профилактировать преэклампсию, как мы можем обследовать женщин с преэклампсией? То есть, наверное, все-таки выделить группу риска по развитию преэклампсии и у этих пациенток обследовать вот эти показатели. У меня все. Спасибо большое. Спасибо за вопрос, уважаемая Айсата Маратқызы. По первому вопросу, уровень АЛТ, АСТ, тромбоцит, определение уровня этих показателей была проведена в первом триместре до 13 недель беременности. Это по первому этапу. Сроки 13 недель. Проведены эти исследования, то есть уровень АЛТ, АСТ, тромбоциты определялись однократно. Однократно на первом триместре, да. По второй вопросу, да, критерий исключения была написана почечная недостаточность, а это хронические почек заболевания. Мы взяли из анамнеза, когда анамнез анализировали, там была в анамнезе по анкету. По третьему вопросу, оперативное вмешательство тоже мы брали как в анкетах в анамнезе, а в данном беременности этот оперативное вмешательство не было. А четвертый вопрос, по четвертому вопросу, антинатальная гибель плода мы исключали, потому что у нас исключение там, включение критерия была живая плода, живой плод. По следующему вопросу по поводу выделения все-таки группы рисков и исследовать конкретных пациентов. Если мы планируем включить данное исследование в наш протокол, то есть это затратно и все-таки, наверное, будет целесообразно выделить группу риска по развитию преэклампсии. Спасибо, Айсата Маратқызы, уважаемая. Да, значит, наше исследование мы должны сперва определить группу риска. Для этого мы хотели определить ПЛЖ в крови и мочи. Для этого данный был критерий. Это в будущем хотим еще раз дорабатывать данное исследование. В более обширном объеме хотим еще продолжать. Следующие исследования будем проводить более расширенно. И ваш вопрос, который вы задали, он будет включен. Спасибо большое. Вот касательно четвертого вопроса, все-таки перинатальные исходы. Мы знаем, что развитие преэклампсии повышает риск неблагоприятных исходов для плода, да, и все-таки, если вы будете исключать, значит, вы исключаете женщин, которые имели преэклампсию. То есть в первой группе у вас было 15 женщин, у которых было обнаружено преэклампсия, и у этих женщин риск развития задержка внутриутробного плода, риск потери плода антенатально очень высокий. Если вы исключили этих женщин, исключаете с антенатальной гибель плода, значит, вы исключаете преэклампсию женщин. Или я ваш ответ некорректно поняла? У нас на первом, по первому... Преждевременных родов
То есть это каждая третья женщина была родоразрешена преждевременно по поводу преэклампсии, я так понимаю. И, скорее всего, у этих пациентов были неблагоприятные исходы у новорожденных, то есть заболеваемость, перинатальная смертность или антенатальная гибель плода. Айзада Маратқызы, уважаемая. У нас, құрметті докторант Шолпан Бейсенғалиқызы, өзіңіздің ойыңызды қазақша толығымен жеткізіңіз, содан кейін 1-2 сөйлеммен орысша жеткізесіз. На первом этапе у нас было проведено когортное исследование. Там у нас не наблюдалось интранатальные, перинатальные, антенатальные гибель плода. Не наблюдалось. Айзада Маратовна, вы удовлетворены ответом? Я рахмет. Да, спасибо большое. Көп рахмет. Профессор Гаипов, Абджапар Илькевич, пожалуйста, у вас вопрос был. Құрметті әріптестер, барлығыңыз саламатсыздар ма? Өте жақсы жұмыс. Мен сұрайын деген 2 сұрақты алдыңызда біздің әріптестер сұрақ қойды. Сол үшін көп сұрақ бермей, 1 сұрақ және 2 ұсыныс берсем деп ойлаймын. Менің сұрағым, мына статистикалық зерттеуді, әдістемелерді қандай программамен жасадыңыз, және сіздің үлесіңіз бұл статистика жасағанда сіздің үлесіңіз қалай болды? Бұл сұрағым. 2 ұсынысым, бірінші ұсынысым, жаңа біздің әріптесіміз сұрағандай Роккер анализде cut-off value деген бар, ол өте маңызды. Негізі сіз оны жасағансыз, оны шығарту өте қиын емес. Егер сіз ең пик, жаңағы ортадағы cut-off value берсеңіз, онда ең максималды чувствительность, ең максималды специфичность, соларды таба отыра ұсыныс бере аласыз. Жаңа біздің әріптес айтқан, бұл өте маңызды нәрсе, сол үшін оны көрсету керек. Оның қасында NPV, PPV деген нәрсе болады. Positive predictive value, negative predictive value, о да өте маңызды. Қанша адамда бұл қате және дұрыс, как сказать, ложноположительный, ложноотрицательный болуы мүмкін, сол өте маңызды. Оны таблица ретінде ұсынуға болады. Бұл жұмыс жасалынған, тек оны статистикалық софт, қандай программа қолдансаңыз, сонымен шығарып отыра көрсеткеніңіз дұрыс болады. Екінші ұсынысым, екінші әріптесіміз айтқандай, бүйректің созылмалы ауруы, хронический болезнь почек, сіз анамнізден алдым деп айттыңыз. Негізі, бұл ғылыми жұмыс болғаннан кейін, оны анамыздан жазған дұрыс емес деп ойлаймын. Оны анықтау қиын емес, сізге керегі креатинин және анализ мочи. Несептің анализінде тек қана белок ағым ауруларды анықтайсыз, соған қарай науқаста хронический болезнь почек бар ма, жоқ па, соны анықтау керек. Және де өте маңыздысы, бұл жерде жұмысыңызда жаңағы критерий отбора жасаған кезде ең маңыздысы, қаншалықты сіз преэклампсияны қойдыңыз. Бәлкім бұл преэклампсия емес шығар. Егер бұл науқаста, бұл жүкті кісіде, жүкті әйелде, егер де созылмалы бүйрек ауру болса, оның прогрессиясы болған болуы мүмкін. Сол үшін осы жерде бір ұсынысым болады. Рахмет. Рахмет сұрағыңызға, Абдужаппар Еркенович. Бірінші статистикалық зерттеу әдістері ол ғылыми жетекшім Ақылбек Балашевпен бірге жүргізілді. Статистикалық зерттеу әдісіне мана айтып кеткендей, R4 0 ортасы қолданылды, акайка критерийі қолданылды, логистикалық регрессиясы, сызықтық регрессия әдістері арқылы жүктіліктің бірінші триместріне анықталған анализдерді динамикада қалай болады болжау үшін осы әдістер қолданылды. Екінші ұсыныс бойынша рок анализдерді кесте түрінде енгіземіз. Сіздің ұсынысыңызға рахмет. Үшінші преэклампсия диагнозы ол Қазақстан Республикасының хаттамасына сәйкес артериялық қан қысымының көтерілуі және протеинурия, артериялық қан қысымының көтерілуі, протеинурия 3 граммнан жоғары болса және
қандай да бір неврологиялық көрсеткіштердің бірі болса, прекламсия диагнозы қойылып, стационарда ем жүргізілді. Ол көбінесе жағдай бақылау әдісінде стационарға түскен науқастарға жүргізілді екінші этапта. Созылмалы бүйрек ауруы диагнозы қалай қойылды? Созылмалы бүйрек ауруы ол тек анкета, яғни сауалнама жүргізген кезде анамнезінен алынған мәліметтер процентпен көрсетілген болады. Осыны егер сізде анализ мочи болса, сосын қандағы креатинин деңгейі болса, соған қарай сіз тағы да бір қоюыңызға болады. Стратификация жасаған кезде осыған қарай бөлу керек болатын сияқты. Жақсы сұрағыңызға рахмет. Абдыжаппар Аркенович, вы удовлетворены ответами? Иә, рахмет. Көп рахмет. Будут ли еще вопросы? Лейла Ринатовна, пожалуйста. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, с Новым годом, с наступающим здоровья, счастья всем диссертанту, руководителю, членам Совета. Два коротеньких вопроса. И правильно ли я понимаю, что определение концентрации PLGF – это новое, не входящее в стандарты, в рекомендации, так скажем, параметр, который вы определили и который сейчас с помощью вашей замечательной работы можно использовать для прогнозирования преэклампсии? Спасибо, уважаемая Лилия Ринатовна. Да, это ПЛЖ крови, крови и мочи можно использовать как предиктора преэклампсии, как в первом триместре прогностических критерий можно использовать. Но этот исследование... Стандарты ни в какие казахские не вошел, это новая вещь, это правильно? Новая, да, новая. Мы хотим в будущем... Насколько дорого это по деньгам, если действительно как практическую рекомендацию это можно рекомендовать? Цифры очень хорошие у вас получились. Я хочу такой анализ. И возможность на этот анализ сделать, и сколько это может стоить? Это анализ стоит где-то 5-7 тысяч, но мы хотим в будущем этот анализ включать в протоколе, стандартном протоколе хотим. Но для этого нужно еще обширные исследования, поэтому это в будущем планируется еще раз. Хорошо. И второй вопрос. Есть какие-то данные в литературе о женщинах других этнических групп? Русские, татары, башкиры, евреи, немцы по поводу этого именно показателя и использовался ли он где-нибудь еще в мире? Да, этот сейчас исследование патогенез преэклампсии – это актуальные вопросы, проблемы в акушерстве. Это исследование было проведено в 2016 году Зиллер и с автором в когорте, но там определялось отношение ПЛЖФ к тирозинкиназа 1. И в 2016 году было проведено исследование АСУТАС в 2018 году. Там была включена ПАП-А, ХГЧ и малоновый диалдегид с плацентарным фактором роста. А у нас был сначала только определить плацентарный фактор роста крови и мочи. А по генотипу именно полиморфизма РС-104-28-86, это исследование было проведено в 2013 году в Шри-Ланке. Спасибо большое. Удачи, здоровья. Спасибо. Лейла Ринатовна, вы удовлетворены ответами? Да, я удовлетворена ответом. Спасибо. Вам спасибо. Профессор Эдгар Станкевичус, у вас вопрос, кажется. Добрый день еще раз.
Я хотел бы задать такой вопрос. Спасибо за представление. Конечно, старался понять, но может не все понял, но как бы защита диссертации это, наверное, не только вопросы или защита самого диссертанта, но и для нас, которые участвуют, тоже мы что-то можем узнать нового, выучить или подумать. У меня такой вопрос просто про диссертацию с одной стороны, но с другой стороны для меня самого, чтобы понять до конца. Я понимаю, вот то, что вы делали, это по идее приводит к каким-то рекомендациям для лечения больных, которые, если принять по стране, то это, наверное, выходит из министерства или какого-то общества как рекомендации и можно использовать в больнице. Тогда мой вопрос такого плана. У вас все выводы написано у казашек, для казашек и тому подобное. Но по идее сейчас по миру одна страна как одна страна часто не идет, и рекомендации, мы знаем, вот рекомендации Америки, это не значит Соединенные Штаты, это значит Северная Америка, рекомендации Европы, наверное, есть какие-то рекомендации, может быть, по СНГ странам, не скажу. Так мой вопрос, если смотреть на ваши исследования и рекомендации, вот по другим странам или по каким-то большим обществам, по официально принятым рекомендациям, вы видите разницу в вашей науке или не видите? Вот как вы бы это все разложили по опыту других стран и как вы видите возможности внедрения по Казахстану то, что вы сделали? Спасибо. Спасибо за вопросы. Эдгар Станкевич. Да, в мировом мире в данный момент идет обширное исследование именно изучения ПЛЖ в крови при патогенезе преэклампсии. Наше исследование проведено в первом триместре определить плацентарный фактор роста крови и плацентарный фактор роста в моче и сравнивать между ними. Наше исследование мы только определяли ПЛЖ, а в мировом исследовании в большем количестве определяли отношение плацентарного фактора роста к тирозинкиназу, больше исследований. А по этнический казашек, потому что мы написали там, мы проводили на втором этапе генетические исследования, поэтому мы определяем именно полиморфизм РС-104-28-86. Поэтому мы для этого использовали анкеты до 3 поколений этнических казашек. Поэтому мы написали так. Исследование проводилось только казахской женщиной. Спасибо. А вы не знаете, такое, допустим, делалось на населении, как это, я сейчас не знаю, на русском населении, допустим, на русских, которые есть чуть-чуть генетически разные, скажем так, потому что я помню диссертацию Айнур, то была разница между двумя не национальностями, но, как это сказать, разница в генетике была у казашек девушек и, по-моему, русских девушек она исследовала, но разница была в витамине D в скоплении. Так у вас генетически есть в этом какая-то разница? Не читали? Нет, это не включали наши задачи. Наша задача была только определить анализ, проводить исследования только этнических казашек до 3 поколений. Понял. Спасибо. Спасибо большое.
профессор Эдгар Станкевичус. Айнур Мальжоловна, пожалуйста, вопрос. Шолпан Бейсенғалиқызы, сізге сұрақ. Жалпы таблицада көрсетілген кезде салыстырмалы анализ жүргізген сәтте қан қысымы бойынша екі топта нақты айырмашылық анықталды. Осы жерде қан қысымының систолық және диастолық қан қысымының негізгі референстік шектері қандай болды? Рахмет сұрағыңызға, Айнұр Аманжолқызы. Бірінші сатысында бізде зерттеушілерде статистикалық айырмашылық анықталды. Пи мәні 0,2 тең болды. Ал диастолық артериялық қан қысымы мен систолық артериялық қан қысымы салыстырмалы түрде таблицада көрсетілген. Пи мәні. Осы жерде көрсетілген қан қысымының шектері екі топта да референстік мәнге ие ма, әлде жоқ па? Да, ие. Хорошо, спасибо, Айнур Мальжоловна. Будут ли еще вопросы к соискателю? Уважаемые члены диссертационного совета. Если вопросов нет по диссертации, то продолжаем нашу работу. Мы переходим к следующему этапу. Есть вопрос один. Есть, да? Пожалуйста, кто это? Абджапар Акинович, пожалуйста. А нет, это вот Гульжанат был вопрос вроде задали. Все, спасибо большое. Мен қояйын деген сұрақтарды Лейла Ринатовна қойып, мен уже жауап естідім. Мен осы диссертация өте жоғары деңгейде дайындалған. Диссертант пен ғылыми жетекшілеріне көп алғыс айтқым келеді. Диссертацияның әдістері мен результаттары айқын. Рахмет. Көп рахмет, Гүлжан Ахмединовна. Шолпан Бейсенғалиқызы, жауап беріңіз. Рахмет, Гүлжан Нұриддиновна, сіздің ұсыныстарыңызға, тілектеріңізге. Все, көп рахмет. Будут ли еще вопросы? Если вопросов нет по диссертации, то позвольте продолжить работу, и мы перейдем к следующему этапу. Слово предоставляется официальным рецензентам. Слово предоставляется официальному первому рецензенту, доктору PhD, профессору, руководителю кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Медицинского университета Караганды, города Караганда, Амирбековой Жанне Тюмбаевне. Пожалуйста. Сәлеметсіздер ме? Здравствуйте, глубоко уважаемые члены диссертационного совета, председатели членов диссертационного совета. Разрешите представить официальную рецензию на диссертационную работу Ареновой Шолпан Бейсенғалиевны на тему «Қазақ әйелдеріндегі плацентарлық өсу факторының деңгейі және PLGF генінің RS104-2886 полиморфизммен байланысты преэклампсия». По специальной 6D 110-100 медицина на соискание ученой степени доктора философии PhD.
обоснование соответствующим критериям. Диссертация соответствует приоритетному направлению развития науки, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при правительстве Республики Казахстан «Наука, жизни и здоровья». Важность для науки. Работа вносит существенный вклад в науку, а ее важность хорошо раскрыта. Важность диссертационной работы обоснована решением актуальной проблемы в области акушерско-гинекологической практики. Несмотря на большое количество публикаций, посвященных проблеме преэклампсии, этиологии, патогенеза этой болезни, загадок и предположений, остается еще много неясного и считается одной из основных причин материнской смертности и тяжелой материнской заболеваемости. Полученные данные вносят существенный вклад в развитие акушерской практики и имеют весомое теоретическое и практическое значение. Принцип самостоятельности. Уровень самостоятельности оценена как высокий. В ходе выполнения работы диссертант принимал активное участие на всех этапах организации исследования, набор клинического материала, в том числе в обследовании пациентов. На современном уровне выполнена статическая обработка материала, интерпретированы полученные результаты, сформированы выводы и практические рекомендации. Принцип внутреннего единства. Обоснование актуальной диссертации обосновано. По данным ВОЗ, артериальная гипертензия встречается у 4-8% беременных, а материнская смертность при тяжелых гипертензивных состояниях достигает до 40%. У более 10 миллионов женщин по всему миру ежегодно диагностируют преэклампсию. 76 тысяч беременных женщин в мире умирают каждый год от преэклампсии и связанных с ней гипертензивных осложнений. Каждые 7 минут одна женщина умирает от этого заболевания, которое зачастую можно было предотвратить. Воздействие гипертензивных нарушений на показатель смертности у младенцев по всему миру огромное. Ежегодно 500 тысяч младенцев умирают от преэклампсии и других гипертензивных нарушений. Более 2,5 миллиона случаев преждевременных родов обусловлено преэклампсией. Преэклампсия является серьезным акушерским осложнением с краткосрочными и долгосрочными опасными для жизни последствиями как для матери, так и для ребенка. Преэклампсия считается одной из основных причин материнской смертности и тяжелой материнской заболеваемости. Международным сообществом, врачами, клиницистами, исследователями предпринимается множество попыток по изучению патогенеза и путей профилактики, ранней диагностики преэклампсии. На сегодня преэклампсия стала центром невероятных исследовательских усилий по разработке лечения, профилактики, методов прогнозирования и ранней диагностики преэклампсии. Однако все попытки имеют ограниченные успехи. Основным методом лечения тяжелой преэклампсии является досрочное родоразрешение с целью снижения материнской заболеваемости и смертности. Разработанных критериев, тестов для прогноза и ранней диагностики преэклампсии в данный момент не существует, что является причиной проведения исследований в этой области. В связи с этим данная проблема требует дальнейшего изучения. Поэтому диссертационная работа Ареновой является актуальным исследованием, так как особый интерес вызывает разработка оптимальной тактики, методов ранней диагностики и прогнозирования преэклампсии, актуальны и представляет интерес как для науки, так и для практического здравоохранения. Содержание диссертации отражает тему диссертацию. Я сказала отражает. Диссертационная работа представляет собой завершенный труд, содержание которого полностью отражает тему диссертацию, идею и процесс научного поиска, что подтверждается во всех разделах диссертации: введение, обзор литературы, методы и материалы, результаты исследования, обсуждение, заключение с выводами и практическими рекомендациями. Цели и задачи соответствуют по теме диссертации. Соответствует. Диссертантам поставлена цель оценить взаимосвязь CNAP RS 104-2886 гена PLGF и преэклампсии у казашек, изучить клиническое значение PLGF как потенциального прогностического маркера преэклампсии. Для выполнения поставленной цели определены задачи, для решения которых методологически правильно отобраны объекты исследования,
исследования применены современные информативные методы обследования и статистические обработки научного материала. Проведен сравнительный анализ результатов лабораторного и генетического исследования. Все разделы и положения диссертации логически полностью взаимосвязаны. Внутренняя единственность диссертации определяется целью и задачами исследования с использованием современных литературных источников, обоснованием выбора объектов и методов исследования является соответствие между поставленными задачами и полученными результатами, последовательности их изложения, критической оценки каждого результата, сопоставлением и обобщением, выводы подтверждены достаточным количеством исследования, практические рекомендации закономерно вытекают из содержания работы. В большом текстовом табличном и графическом материале наглядно отражены пути решения поставленных в исследовании задач. Все разделы и положения работы логически взаимосвязаны, выводы аргументированы, следуют из результатов работы в соответствии с целью и задачами исследования. Предложенными авторами новые решения, принципы и методы аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями. Критический анализ есть. Автором был проведен подробный анализ ранее выполненных научных исследований по диагностике преэклампсии. Разработанная диссертантом модель прогнозирования преэклампсии на ранних сроках беременности, полученная в результате математического моделирования, включающие результаты клинического и лабораторного мониторинга уровня PLGF в крови и моче, конкретно могут быть использованы для диагностики и улучшения помощи женщинам с преэклампсией. Практические рекомендации целесообразно широко внедрять в практику акушер-гинекологов, учитывая их простоту и относительно небольшие экономические затраты на выполнение. Все выводы и практические рекомендации могут быть использованы в педагогическом процессе на кафедрах акушерства и гинекологии медицинских вузов. Принцип научной новизны. Научные результаты и положения являются согласно полностью новыми. При выполнении диссертационной работы в выбранных объектах исследования впервые детально изучены наличие и частоту СНПФ RS104-2886 гена PLGF у казашек, взаимосвязь между развитием преэклампсии и уровнем PLGF в крови и у моче в первом триместре беременности у казашек, взаимосвязь между полиморфизмом RS104-2886 PLGF и развитием преэклампсии у казашек. Выводы диссертации являются новыми. Полностью новые. Выводы диссертации основаны на всестороннем анализе полученных результатов исследования с привлечением результатов и выводов других авторов. При этом сформированные диссертацией выводы касаются только собственных результатов исследования и являются полностью новыми. Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются новыми или обоснованными. Частично новыми являются 25-75%. При разработке модели прогнозирования преэклампсии на ранних сроках беременности, полученная в результате математического моделирования, включающие результаты клинического и лабораторного уровня мониторинга уровней PLGF в крови и моче, описанных в главе 3 и 4 методик, был использован опыт разработок других авторов. Однако конкретные технические решения, безусловно, являются оригинальными и обоснованными. Обоснованность основных выводов. Все основные выводы основаны на весомых с научной точки зрения доказательств с применением соответствующих инструментариев и аналитических и клинических исследований, компьютерного и математического моделирования. Необходимо ответить отметить, что все основные положения, представленные в диссертации и выносимые на защиту, доказаны, не являются тривиальными, не являются новыми, уровень применения широкий, доказанный в статьях автора. Принцип достоверности. Выбор методологии обоснован или методология достаточно подробно описана? Я считаю, что да. Диссертационная работа выполнена на достаточном клиническом материале, методологические и методические уровни соответствуют международным стандартам и требованиям выполненных научных исследований. По теме диссертации опубликовано 11 научных печатных работ, из них 1 Scopus в журнале индексирован на базе Scopus, 4 в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю сферы образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, 6 тезисов в международных научных конференциях, из них 3 зарубежных.
Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований и методик обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий. Статический анализ и визуализация полученных данных, а также предиктивное моделирование проводилось с использованием среды для статических вычислений. Теоретические выводы и модели, выявленные взаимосвязи, закономерности доказаны и подтверждены компьютерным моделированием. Основные положения диссертации обоснованы, доказаны в условиях открытого, проспективного, когортного исследования и по типу случаев контроля. Важные утверждения подтверждены ссылками на актуальную и достоверную научную литературу. Использованные источники литературы достаточно для литературного обзора исследуемой проблемы. Теоретическая значимость научной работы не вызывает сомнения, результаты которых могут быть использованы в учебном процессе, в частности на лекциях и аудиторных занятиях. Диссертационное исследование Ареновой Шоупан касается актуальной проблемы современной медицины, в частности акушерской практики, и имеет большую теоретическую и прикладную значимость. Результаты исследования могут быть использованы в практическом здравоохранении при ранней диагностике и прогнозировании преэклампсии. Предложения для практики являются новыми, полностью новые. Предложения и рекомендации диссертанта для практики являются полностью новыми, доступными и воспроизводимыми в амбулаторных и стационарных условиях. Диссертация построена по классическому типу, состоит из введения 5 глав, включающих обзор литературы, характеристику материалов и методов исследования, результаты лабораторных и генетических исследований, обсуждения, заключения, выводы и практические рекомендации, а также список литературных источников. Качество написания и оформления диссертационной работы достаточно высокое. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Жанна Фельдмайна, за предоставленный отзыв Калпрахмета. Присаживайтесь. Спасибо. Учитывая, что замечания рецензента и выводы по их рекомендации нет, наверное, докторанту слово мы не будем предоставлять. Позвольте предоставить слово второму официальному рецензенту, кандидату медицинских наук, руководителю кафедры перинатологии имени Казбагарова медицинского университета Семей, города Семей, Манабаева Гульшат Кабдрахмановне. Но учитывая, что Гульшат Кабдрахмановна сейчас находится у нас в онлайне, но по состоянию здоровья она зачитать его не может. В связи с этим попрошу секретаря диссертационного совета, пожалуйста, зачитать рецензию второго официального рецензента. Құрметті диссертациялық кеңес төрағасы және мүшелері, Манабаева Гүлшат Кабдрахманның жазған пікірін оқып беруге рұқсат етіңіздер. Письменный отзыв официального рецензента Гульшат Кабдрахмановны, кандидата медицинских наук по специальности акушерство и гинекология, на диссертационную работу Ареновой Шоупан Бисенгалиевны при эклемпсии, связанной с уровнем плацентарного фактора роста и полиморфизм РС 104-28-86 гена PGF у казашек по специальности 6D 110-100 медицина на соискание ученой степени доктора философии PhD. Тема диссертации. Диссертация соответствует приоритетному направлению развития, утвержденному Высшей научно-технической комиссией при правительстве Республики Казахстан «Наука о жизни и здоровье». Работа выполнена в рамках научно-технической программы «Плацентарный фактор роста 1» как скрининг преэклампсии. Номер государственной регистрации 019 РК ИОАИ 0262, кафедра акушерства и гинекологии номер 2, финансируемый Западно-Казахстанским медицинским университетом имени Марата Успанова. Важность для науки. Актуальное изучение структуры наследственной предрасположенности к преэклампсии с учетом этнической принадлежности и поиск общих и этноспецифичных генетических маркеров развития преэклампсии у беременных. Выявление новых патогенетических моментов развития гипертензивных состояний как с научной, так и с практической точки зрения. Принцип самостоятельности. Диссертантом проделана большая работа по набору исследуемого материала, его статической обработки, построения и обоснования всей диссертационной работы положений, выносимых на защиту. Принцип внутреннего единства. Преэклампсия является одной из часто встречаемых причин материнской смертности, поэтому понимание развития патогенеза в современных условиях является приоритетным в акушерстве и гинекологии.
отражает и раскрывает полностью диссертационная работа, представляет собой завершенный труд, содержание которого полностью отражает тему диссертации, идею и процесс научного поиска, что подтверждается главами диссертации. Задача диссертационной работы полностью раскрывает цель исследования. В результате проведенного исследования цель была раскрыта полностью. Все разделы и положения диссертационной работы логически взаимосвязаны. Принцип научной новизны. В ходе работы впервые изучены полиморфизмы РС-104-2886 гена PGF у казашек, а также показана взаимосвязь между развитием преэклампсии и уровнем PGF в крови и моче в первом триместре беременности у казашек. Второе. Впервые изучена взаимосвязь между полиморфизмом РС-104-2886 PGF и развитием преэклампсии у казашек. Ранее таких работ в Казахстане не проводилось, поэтому новизна работы неоспорима. Средняя концентрация плацентарного фактора роста в крови в первом триместре составила 35,5 пиктограмм на миллилитр, а в моче составила 20,8 пиктограмм на миллилитр. Разработанная модель будет иметь важное значение на амбулаторном поликлиническом уровне с целью скрининга преэклампсии. Обоснованность и основных выводов. Выводы хорошо обоснованы, исходя из целей и задач диссертационной работы. Принцип достоверности. В результате оценки коэффициентов регрессионной модели, полученной при пошаговом направленном отборе в модель для оценки вероятности развития преэклампсии были включены плацентарный фактор роста в моче и возраст начала половой жизни. При использовании оценки вероятности преэклампсии 10% в качестве порогового значения точность модели составила 88,4%. По дизайну в случае контроль на второй этап исследований были включены всего 218 женщин. В результате оценки коэффициентов регрессионной модели, полученной при пошаговом направленном отборе, в модель для оценки вероятности развития преэклампсии были включены возраст менархии, количество родов в анамнезе, систолическое артериальное давление при поступлении. Участники исследования отобраны путем простой случайной выборки методом генерации случайных чисел, в результате чего определены участники исследования согласно критериям включения и исключения. Дизайн исследования включил первый этап обсервационное проспективное когортное исследование и второй этап – это случай контроль. Все утверждения полностью подтверждены представленной литературой, использовано достаточное количество литературных источников. Принцип практической ценности. В результате исследования разработана модель прогнозирования преэклампсии на ранних сроках беременности, полученные в результате математического моделирования, включающиеся результаты клинического и лабораторного мониторинга уровня плацентарного фактора роста в крови и моче, которая может быть использована для оценки прогноза исхода беременности у казашек. Диссертационная работа бесспорно имеет важное практическое значение для своевременного антенатального скрининга преэклампсии на территории Казахстана и есть необходимость для введения скрининга во всех регионах страны для предиктора. Разработанная модель оценки вероятности развития преэклампсии, где были включены плацентарный фактор роста в моче и возраст начала половой жизни, является новым предложением для практического здравоохранения. По качеству написания и оформления диссертационная работа выполнена на государственном языке, перевод на русский язык корректный, диссертационная работа написана лаконично, грамотным научным языком. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Айнура Манжоловна. Но учитывая здесь также, что нет замечаний и рекомендаций, слово оставлять. Так. Позвольте теперь предоставить слово научному консультанту, докторанту, кандидату медицинских наук, профессору, руководителю кафедры акушерства и гинекологии номер 2
Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Успанова Сапкалиева Халбек Палашевич. Пожалуйста. Глубоко уважаемый председатель, уважаемые члены Совета, присутствующие. Я, наверное, как руководитель должен немножко, да. Ну, то о том, что при эклампсии одна из причин материнской смертности, это очень хорошо сказали наши резиденты, я немножко хотел бы, так скажем, ясность внести. Учитывая то, что происходит поражение трофобласта в ранние сроки беременности, у нас возникла идея определения ПЛЖ. В принципе, патогенез всем известен. Но основной идеей было то, что именно ПЛЖ у женщин Казахстана он никогда не изучался. Я считаю, это одно из множеств данной программы, данной работы. Второе, конечно, эта идея возникала с целью вопросов ранней диагностики при эклампсии. Ранней диагностики при эклампсии, в связи с чем было предложено определить цифры не только в крови, но и в моче. Смысл у нас был с целью ранней диагностики использовать более, так скажем, доступный материал, так, грубо говоря. С этой целью возникла идея определения в моче. В моче в Казахстане тоже не определялся. Это основная наша цель была, основная наша идея. В данном случае возник вопрос о практических рекомендациях. Да, выводы вышли немножко скудные, но потому что мы не рискнули рекомендовать всем, мы после этой работы планируется более обширное исследование в данном направлении. Уже мультирисковое хорошее исследование с участием нескольких областей Казахстана. Я считаю, на основании этого уже исследования мы можем четко рекомендовать данный метод исследования как метод диагностики при эклампсии. И в дальнейшем с внедрением его, внесением в стандарты, клинические протоколы и так далее, и так далее. Дальше мы идем. Если сказать, конечно, о Шолпан Бейсенгалине, то в принципе это очень активный и докторант, он очень себя хорошо проявил как докторант, как педагог, активно работала. Многие идеи в работе, изменения, это благодаря только ее предложениям. Она очень активно работала, собирала самостоятельный материал. В этом плане, в принципе, к ней никаких претензий ничего нет. Сейчас, может быть, она немножко переволновалась, ее понять можно, в принципе, молодой начинающий. А в основном она провела очень хороший анализ, проявила себя как исполнительный, инициативный сотрудник, ответственно относилась ко всем возложенным задачам. После того, как она закончила резидентуру, мы ее с удовольствием взяли ассистентом на кафедре. В качестве ассистента она тоже проявила свои эти качества, в результате чего возникла идея дальше ее продолжить свою научную деятельность именно в докторантуре. Так что диссертационная работа, еще раз повторюсь, выполнена самостоятельно. Во время нахождения в докторантуре Шолпан Бейсенгалина прошла необходимые все программы. Выезжала у нас, она проводила, как это правильно называется, выезд на Украину, да, непосредственно к Андрею Владимировичу. Я работаю в лаборатории, согласно тоже программе докторантуры. Так что на основании вышесказанного я, как руководитель, рекомендую Совету данную научную работу для присвоения ученого звания доктор философии. Спасибо большое, Артур Егорович, за предоставленный отзыв. Ахмедов. Слово предоставляется зарубежному научному консультанту, докторанту, доктору PhD, доценту кафедры хирургии, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, город Киев, Украина, Денец Андрей Владимирович. Андрей Владимирович, пожалуйста. Да. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый председатель, члены ученого совета. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. И спасибо. Очень замечательно, что в канун этого праздника мы смогли увидеть результаты диссертационной работы Шолпан Бейсенгалиевны, которая представила результаты нескольких лет труда. Преэклампсия является одним из
серьезных осложнений беременности, то есть актуальность работы здесь абсолютно стопроцентная. И очень важно, что в выполнении этой работы были предусмотрены молекулярно-генетические измерения. То есть трансляционный подход, то, что сейчас актуально в мире, и то, что сейчас было представлено в этой диссертационной работе, очень важно. То есть мы от лабораторного стола, практически к кровати пациента, имеем возможность видеть, как эти технологии внедряются в рутинную клиническую практику. Особенно для актуальных для Казахстана, для тех отдаленных районов, где не всегда есть адекватная возможность получить медицинскую помощь, и, соответственно, данные исследования, они позволят в будущем, я уверен, использовать это как экспресс-тест-систему для данной категории женщин. Более того, исследования эти мы опубликовали в одном из ведущих журналов по акушерству и гинекологии в первом квартале, то есть служба экспертизы еще дополнительно на международном уровне, Шолпан Бисенгалиевна прошла со своей диссертационной работой. То есть представленные результаты являются очень актуальными, и я считаю, что работа выполнена на высоком уровне. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Вы тоже с наступающим Новым годом. Спасибо за предоставленный отзыв. Уважаемые члены диссертационного совета, мы заслушали докторанта, заслушали официальных рецензентов и выступления научных консультантов. Позвольте перейти к дискуссии членов диссертационного совета. Уважаемые члены диссертационного совета, пожалуйста, дискуссия. Позвольте начать дискуссию по поводу работы. Хотелось бы отметить, что с точки зрения практического здравоохранения данная работа действительно имеет большой потенциал. Мы увидели только, так скажем, верхушку этого айсберга исследования, которое предоставил соискатель. Как руководитель отметил, что они будут продолжать, если не ошибаюсь, мультидисциплинарные исследования в будущем, я так понимаю, где будут охвачены уже все женщины Казахстана, и на основе этого они уже будут данный фактор роста, планстар фактор роста использовать как прогностический маркер, правильно я понимаю, да? И для практического здравоохранения я считаю, что это будет, так скажем, хорошим информативным маркером, который позволит не только женщинам доходить и прийти в роддом со здоровьем своим повышенным, но и еще и улучшить демографический, так скажем, уровень Казахстана. И качество медицины мы поднимем на высокий уровень. По исследованию действительно предоставленные исследования были широко охвачены. Статистически мы увидели, что обработано не очень корректно. Ну, и хотелось бы поблагодарить Шолпан Бисенгалиевну за то, что данному исследованию именно в будущем ваше исследование сыграет для практического здравоохранения большую роль. Спасибо большое. У нас какая-то техническая проблема, да? Тишина в эфире. Уважаемые члены диссертационного совета, дискуссия. Пожалуйста. Разрешите, пожалуйста, Фадеева Уфа. Пожалуйста, выступайте. Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемая Шолпан Бисенгалиевна и руководители, я хочу поддержать работу, сказать, что она важная, что задачи, которые поставлены, диссертант решила, что есть публикации, которые высоко оценены международным сообществом и которые охватывают те результаты, которые были в данной работе достигнуты. Работа выполнена фактически с двумя научными консультантами.
из Казахстана и с Украины. И действительно, это практически важная часть, мы с вами это обсудили. Про преэклампсии я как невролог тоже, конечно, много работаем мы на эту тему. В нашей университетской клинике есть родильные отделения, акушерские отделения, детские отделения. Поэтому поддерживаю работу, считаю, что она актуальна, своевременно, выполнена достойным образом и заслуживает присуждения искомой степени, за что я буду голосовать. Спасибо. И вам спасибо большое. Кто еще хочет выступить? Пожалуйста. Разрешите мне? Да, спасибо большое за прекрасный доклад еще раз и за отличный отзыв по поводу диссертации, уважаемые председатели и члены Совета. Я просто хочу еще раз сказать, что, конечно, у нас, как Лейла Ахмадиевна заметила, это мультидисциплинарная патология, и как кардиологи тоже мы видим женщин с повышением артериального давления. Поэтому вопрос очень важный, и определение факторов, которые могут выявить, определить риск до развития заболеваний этого преэклампсии у беременных, очень актуальная тема. И вопрос, диссертант очень провел набрал достаточное количество больных, набрала она женщин, и результаты обоснованы, подтверждены современными статистическими методами исследования. И хотелось бы еще раз просто действительно я согласна с тем, что практические рекомендации сейчас пока не выносить, можно рекомендовать какие-то значения, что нужно проводить исследования на большее количество женщин. И это еще раз говорит о том, что работа очень актуальная. И то, что мы смотрели в литературе по этому фактору, он имеет низкую чувствительность, но диссертант показала, что чувствительность 76%, там, на 37-м рисунке это показано, и высокая очень Элеандес и Перш 0,94. И поэтому это, наверное, работа в международной литературе, то, что пишут, то, что противоречивые данные, что есть низкая чувствительность, высокая специфичность, и они поэтому комбинируют с другими параметрами. А в этой работе показано, значит, данная работа расширяет знания доказательной литературы и действительно сейчас сделала, как говорится, базу, поставила новый для подтверждения этих данных на больших числе больных, на большом популяционном исследовании, дала направление на новые исследования проведения. Поэтому я поддерживаю работу и буду голосовать за то, чтобы диссертанту присвоили звание PhD, и хочу поздравить руководителей тоже. Спасибо большое. Да, я бы хотел тоже отметить данную работу. Действительно, преэклампсия и все вытекающие последствия достаточно актуальная тема на сегодняшний день. Актуальность исследований не вызывает сомнений. Даже вот мы, если обратить внимание на литературу в течение последних 10 лет, плацентарный фактор роста достаточно широко изучается, но тем не менее, хотя кажется, что вроде бы изучено очень много, но тем не менее диссертант и руководители нашли новый какой-то аспект, как бы используют этот фактор роста в диагностике и в ранней диагностике преэклампсии. Я думаю, что это хороший задел для дальнейшего изучения этого вопроса более тщательно. Сегодня были даны рекомендации наших коллег. Я думаю, это все носит такой рекомендательный характер, который в дальнейшем успешно будут внедрены
Поэтому желаю успехов в дальнейшей вашей этой работе с последующим таких выделений четких и практически значимых для наших коллег рекомендациях. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я тоже пару слов добавлю. В принципе, к сожалению, преэклампсия до сих пор продолжает оставаться, ну и как сказано, все мы знаем, да, занимать реабилитирующие места в структуре материнской смертности продолжает оставаться актуальной проблема в гинекологии. Хочу присоединиться ко всем выступлениям ранее сказанных. С этих позиций актуальность темы не вызывает сомнения, учитывая задачи, которые поставил перед собой диссертант, и то, что она все, что результаты были достигнуты и выполнены на высоком уровне, то и новизна не вызывает никаких сомнений. Поэтому, в принципе, я тоже и достаточно, и публикации, в принципе, докторанта достаточно, и Бицкирша у нее для докторантов достаточно. Поэтому, в принципе, я присоединяюсь ко всему, что было сказано, и считаю, что работа, конечно, заслуживает присуждения высокой степени доктора PhD. Докторанту достигнут успехов на будущее, новых достижений, новых высот. Спасибо. Спасибо большое членам Аттестационного совета за дискуссию. Мы действительно высказались, все высказали свое мнение, рекомендации, пожелания докторанту. Хотелось бы на заключение дискуссии предоставить заключительное слово докторанту Шолпан Бисенгалиевне. Пожалуйста. Аса құрметті төраға, аса құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, құрметті әріптестер, диссертациямды дайындауға, таныстыруға, көпшілік алдында қорғауға және талқылауға атсалысқандарының барлығына үлкен алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Ең алдымен осы диссертациялық кеңесте қорғауға мүмкіндік берген үшін Батыс Қазақстан медицина университетінің ректор басқарма төрайым міндетін атқарушы Исмагулова Эльнара Киреевнаға, диссертациялық кеңес төрағасы Сапарбаев Самат Сағатевичке және диссертациялық кеңес орынбасары Оразаев Олжас Нұрланович және ғылыми хатшы Айнұр Аманжолқызына алғысымды білдіремін. Сонымен қатар жұмысымызды сараптап, оң бағасын берген ресми рецензенттерім, медицина ғылымдарының кандидаты, перинатология кафедрасының жетекшісі Манабаева Гүлшат Қабдырахмановаға және де бүгін арнайы Қарағанды қаласынан келіп қатысып отырған профессор, PhD доктор, акушерия гинекология перинатология кафедрасының жетекшісі Әмірбекова Жанна Түймебаевнаға ерекше ризашылығымды білдіремін. Диссертациялық кеңестің тұрақты мүшелеріне алғысым шексіз. Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері атап айтқанда Аймағамбетова Гүлжанат Нұраденқызына, Жардималиева Нұржамал Жеңісовнаға, Марат Айзада Маратқызына диссертацияны талқылауға белсене қатысқан үшін бөлек алғыс айтамын. Мен өзімнің шетелдік кеңесшім, PhD доктор, доцент Динец Андрей Владимировичке жұмысымның барлық кезеңінде кеңес бергені және қорғауға қатысуым үшін қолдау көрсеткен үшін жеке шынайы алғысымды білдіремін. Сонымен бірге ғылыми кеңесшім, медицина ғылымдарының кандидаты профессор Түсіпқалиев Ақылбек Балашевичке диссертациялық барлық кезеңдерінде белсенді көмегі мен қамқорлығы үшін шын жүректен алғыс айтуды парызым деп санаймын. Менің жұмысыма көрсеткен көмектері үшін Ақтөбе медициналық орталықтың ана мен бала ұжымына, облыстық перинаталды орталық ұжымдарына, нөмірі 2-ші акушерия гинекология кафедрасының ұжымына, әріптестеріме, жолдастарыма шын жүректен алғысымды айтамын. Сонымен бірге қонақ және тыңдарман ретінде осында келгендердің барлығына біздің зерттеуімізге назар аударғандарыңыз үшін шын жүректен алғысымды білдіремін. Қорытындылай келе, қолдау көрсеткен отбасыма, осы жерде қолдау көрсетіп отырған жанашыр жақындарыма шын жүректен алғыс айтқым келеді. Назар аударғаныңызға рахмет. Көп рахмет, Шолпан Бисенгалиевна, көп рахмет. Позвольте перейти к выборам счетной комиссии в количестве 3 человек из состава диссертационного совета и назначить председателя счетной комиссии Уразаева Олжаса Нурлановича
Слово предоставляется заместителю председателя диссертационного совета в лице председателя счетной комиссии Урзаеву Ужас Нурлановичу для избрания членов счетной комиссии. Уважаемый председатель диссертационного совета, уважаемые члены диссертационного совета, позвольте вам представить членов счетной комиссии в лице профессора Станкевичуса Эдгарас и профессора Кудайбердиева Гульмира Зулукар. Кто за данный состав счетной комиссии, прошу проголосовать. Так, единогласно. Тогда предлагаю состав счетной комиссии утвердить единогласно. Разрешите вам напомнить для протокола, согласно приказу и процедуре защиты диссертаций, члены диссертационного совета, которые являются научными консультантами, непосредственными руководителями или находящиеся в близком родстве с докторантом, в голосовании не участвуют. А также в тайном голосовании имеют право принять участие официальные рецензенты, голоса которых равнозначны голосам членов диссертационного совета. К вашему вниманию будет предоставлен лист голосования, где вам необходимо принять одно из 4 следующих решений. Первое – присудить степень доктора философии или доктора по профилю, или ходатайство перед комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии или доктора по профилю. Второе – направить диссертацию на доработку. Третье – направить диссертацию на повторную защиту. И четвертое – отказать присуждении степени доктора философии или доктора по профилю, либо в ходатайстве перед комитетом для присуждения докторанту степени доктора философии или доктора по профилю. Для наших коллег, кто сейчас присутствует онлайн, вам предоставлена ссылка для онлайн-голосования. Для коллег, которые у нас здесь присутствуют. Да, вот бюллетень. Объявляется перерыв для тайного голосования по вопросу ходатайства о присуждении степени доктора философии Ареновой Шолпан Бисенгалиевны на тему Казак әйелдердегі патентарлық өсу факторының деңгейі және PLGF генінің RS-104-2886 полиморфизммен байланысты преэклампсия по специальности 6D 110-100 медицина. Спасибо. В связи с голосованием прошу отключить аудио и видео сопровождение без отключения трансляции на период тайного голосования. Перерыв, напоминаю, 10 минут. Еще донести внимание. Да, хорошая. Мегаға баратын. Первый. Видео. Видео. Так, у нас профессор, да? Эдгарс и Камня же, ну, тут керек сияқты. Керек, да, juste.
жөнөмө шыққанда. Готовы? Ноль лист, да? А где результат? А вот. Отчет üstünde Всего 6. Еще көріп бізге онлайн. Жеті болу керек. Это десерт, не проголосовал еще. Кім? Десерт. Рецензент. Манабаева ма? Точно? Не получил ссылку. Не получил? Я так не прочла на ссылку. Ты отдай, отдай. Раз замечание сделал. Алло. Сіз ссылкамен кірдіңіз ба? Получилось у вас? Да? Қазір мен жіберем. Аха, тағы да сұрайын. Именно кім дейді? Жардималиева не получилось. А, вот все. Все? Да. Сфоткай соны. Видео түсірдім ба? Сейчас. Жаңа видеозвонок кімге звондышы үшін? Эдгар Спенков, я Гүлмир Зубка. Так, добрый день еще раз, коллеги. Так, меня слышно? Так, у нас проблемы с интернетом. Мобильный получишь? Узун мобильный. Синий. Добрый день. Связь плохая, показывает. Ужас Рузанович. Да, вот. Коллеги, мы сейчас будем... Да, вот скрываем мы наш ящик голосования. Ведется видеосъемка. Сейчас, минутку, я вам... Коллеги, меня слышно? Да, на ваших экранах мы скрыли ящик, который голосовали наши коллеги здесь, на месте, как бы офлайн. Что такое? Нещадно публику, никогда не публику, 8 публику. Ужас. Онлайн 8 публику. Знаешь, список были? Не хватает голосов. Да, один наш коллега еще не успел проголосовать. В общем, четверо, которые находятся здесь непосредственно в Актюбе, в университете, проголосовали за. Да, вы видите на своих экранах? Хорошо. Да? И Нет еще. Еще нет, да? Сейчас, минутку тогда. Ничего страшного, компьютер. Вот, 8. Слушай, сам. Наберите повторный звонок, что он интересует? Кімге Эдгар Спенков кімге шығайын да? Я Гүлмира Лукарова.
Так, ну вы видите, да? Да, вот 4 за наших коллег. И здесь на экране монитора наши, это онлайн, кто голосовал, то есть вы 8 человек. Я вам покажу выше. Вот, проголосовали единогласно. 100%, 8 человек. Хорошо. Все, вы со мной согласны? Согласна. Все. Спасибо большое за участие. Мы сейчас вернемся буквально через пару минут. Для оглашения результатов тайного голосования слово предоставляется председателю счетной комиссии Варзаеву Ужас Нурлановичу. Пожалуйста. Уважаемый председатель диссертационного совета, уважаемый член диссертационного совета, счетной комиссии в лице председателя Уразаева Ужаса Нурлановича, а также членов счетной комиссии профессора Станкевича Сергея и профессора Кудайбердиевой Гульмиры Тулукарны, сообщает о результатах тайного голосования для дальнейшего утверждения протокола счетной комиссии по подсчету голосов. В тайном голосовании приняли участие 12 человек, из них в онлайн-формате 8, и 4 человека в очном формате 8, значит, 2 наших коллеги-рецензента, всего 12 человек. По итогам подсчета голосов в листе голосования помарок, исправлений и порчи листов голосования не выявлено. Итого проголосовали присудить степень доктора философии или доктора по профилю или ходатайство перед комитетом для присуждения докторанту, доктора философии или доктора по профилю. И единогласно 12 человек. Уважаемые члены диссертационного совета, мы послушали протокол счетной комиссии. Есть предложение утвердить протокол счетной комиссии открытым голосованием. Кто за данное предложение, прошу проголосовать за. Против? Воздержавшийся? Протокол счетной комиссии утверждается единогласно. Таким образом, диссертационный совет проголосовал единогласно и будет ходатайствовать перед Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан о присуждении Ареновой Шолпан Бисенгалиевны на тему қазақ әйелдерінің плаценталық ауысу факторының деңгейі және PGF-генінің РС 104-28-86 полиморфизммен байланысты преэклампсия по специальности 6D-110-100 медицина степени доктора философии. Голосование единогласно. Заключение диссертационного совета принимается в следующей редакции. Диссертационный совет по специальности 6D-110-100 медицина при Западно-Казахстанском медицинском университете имени Марата Оспанова на основании публичной защиты диссертационной работы Ареновой Шолпан Бисенгалиевны на тему қазақ әйелдерінің плаценталық өсу факторының деңгейін және PGF-генінің РС 104-28-86 полиморфизммен байланысты преэклампсия по специальности 6D-110-100 медицина по результатам тайного голосования ходатайствует перед Комитетом по контролю качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан о присуждении степени доктора философии Ареновой Шолпан Бисенгалиевне. Поздравляем вас, Шолпан Бисенгалиевна. Уважаемые члены диссертационного совета, будут ли у вас замечания и рекомендации по ведению открытой защиты диссертационной работы? Если замечаний нет, я хотел бы поблагодарить всех членов диссертационного совета, наших гостей, всех приглашенных на участие в работе на этом заседании и пожелать всем в предстоящем следующем году самое главное здоровья всем, вам, вашим близким, удачи, успехов, финансового благополучия в следующем году и побольше детского смеха в ваш дом. Хотелось бы также сказать, чтобы следующий год у вас был успешный в работе и научных свершений вам. Уважаемые члены диссертационного совета,
В связи с тем, что мы в этом году с вами очень активно проработали, заслушали 3 диссертационные работы по решению исполняющего обязанности председателя правления, ректора, профессора Ильнары Киреевны, вам будут направлены благодарственные письма, где будут выражены теплые слова благодарности за проделанную работу в этом году и слова о том, как вы нам дороги и теплы. Надеемся, что в следующем году мы с вами очень плотно поработаем и заслушаем ряд научных открытий, которые нам предоставит на совет. Спасибо большое, уважаемые члены Диссертационного совета. С наступающим вас всех Новым годом. Не болейте. Буду рад видеть вас в следующем году. Спасибо большое, с Новым годом. С Новым годом, спасибо. До скорой встречи. Спасибо, с наступающим Новым годом. До свидания, всего хорошего.